Хан разделил свое войско на две части. Казалось бы, победа была близка. Петр воспользовался в отсутствии татар своим почти двойным численным превосходством, и началась Полтавская битва. Петр переиграл противника стратегически, лишив его возможности получить помощь из Крыма или Турции. Сразу после победы под Полтавой Петр I предложил Карлу XII почетный мир. Карл XII отказался от столь унизительных условий, потому что он работал над созданием новой шведско-турецко-крымской коалиции, направленной против России. Началась русско-турецкая война, причем целиком по инициативе Давлет-Гирея. Он же и открыл военные действия, выступив на Украину во главе своего войска. В конце декабря 1710 года хан за 22 дня достиг реки Самары и взял Новосергиевскую крепость. Этот молниеносный успех был бы вряд ли возможен, если бы крымским татарам не оказывало помощи украинское население, доведенное московскими оккупантами до отчаяния. Имело значение и то, что к хану присоединилось около 3000 казаков. Пока хан выбивал русские гарнизоны на левобережной Украине, его Колга с таким же войском вошел в пределы правобережья, создав угрозу западному флангу русской армии. Немаловажную политическую роль играло участие в походе Пылы по Орлыку. Под его командованием находилось 8000 казаков. Этот выдающийся политик смог найти нужные слова, обращаясь к соотечественникам с призывом бороться, не щадя сил, против московской неволи, сломания прав и вольностей войсковых, несказанных тягостей, налогов и мучительства. В конце 1710 года Петр принял окончательное решение о новом направлении вооруженного вторжения на турецкие территории. Царь планировал вести широкое наступление на Турцию сразу в 3 направлениях – Балканском, Кавказском и Крымском. Это была первая и, к сожалению, не последняя попытка освобождения христианских братьев, которая должна была прикрыть истинную цель Большой войны. Этой целью было овладение проливами, без которых становилась невозможной дальнейшая политическая и экономическая экспансия России в южном направлении. И в этой войне России должны были помочь сами освобождаемые – славяне и греки. Среди них особо выделялось высшее православное духовенство в лице патриарха Досифея. Он создал обширную сеть агентов из завербованных им греков, через которых распространял антитурецкие и антикрымские подрывные материалы собственного сочинения. Патриарх настолько увлекся этими выдумками, что, кажется, и сам поверил в них. 23 февраля 1711 года Петр подписал манифест о начинаемой им войне с Турцией. Военные действия шли с переменным успехом. Начав поход на Турцию, российская армия, практически не встречая османского сопротивления, углублялась в ее придунайские княжества. Но при этом она находилась в тяжелом положении из-за нехватки обеспечения. Хан в первые дни похода отрезал русским пути снабжения, и это сыграло важную роль в провале Прудского похода. Но были и другие причины тяжелого положения Петровской армии. Во-первых, еще в начале похода от поставок в российскую армию наотрез отказались украинцы, так что было разрешено применять к ним силу. Во-вторых, точно так же вело себя молдавско-валашское население после пересечения армии границы.
Наконец, с великим трудом доставленное продовольствие из России и Украины, а также средства на его закупку, безбожно расхищались армейскими чиновниками службы снабжения. К нехватке продовольствия приплюсовался и неурожай, который поразил в этом году весь Молдавско-Валашский регион. На военном совете в Ясах было решено, что основная часть российской армии переправится через пруд и пройдет к югу вдоль правого берега до селения Фальчи. Против этого плана выступали наиболее дальновидные из петровских генералов. Однако царь не послушал их и решился на роковой шаг – идти к Днестру. Царь объяснял свой выбор тем, что безопасность его войска с юга обеспечивало обширное непроходимое болото, на северной окраине которого находился город Фальча. Крымские татары преодолели эту преграду и первыми заняли Фальчу. Затем они двинулись на север, навстречу русским. Одновременно Девлет-Гирей молниеносным броском своей конницы форсировал пруд и отрезал русское войско от тыловой поддержки. Помимо того, крымские татары практически лишили русское войско воды, предугадав маршрут и приведя на нем в негодность все источники и колодцы. Петр об этом знал по донесениям разведки и, тем не менее, решился двинуться в путь по практически обезвоженной местности. Затем войска Девлет-Гирея и подоспевшие турки атаковали передовые части российской армии и оттеснили ее на 15 верст в северном направлении, к урочищу Новые Станилешти, к месту будущего сражения. Теперь проблема состояла в том, кто первый придет к Дунаю. Но громоздкий обоз замедлил движение Петровской армии. Поэтому османы не просто опередили русскую армию, но и переправились на северный берег. Русские войска, подтянувшись 5-9 июля к пруту, дальше идти не осмелились, так как их обозы и основной корпус постоянно тревожили конники крымского хана. Это было начало конца. Попытка русских форсировать пруд, чтобы продолжать движение к Дунаю, не увенчалась успехом. Последнее нападение произошло, когда русская армия была уже у прута. Девлет-Гирей хан окружил войска московитов. На военном совете генералы рекомендовали царю бросить обозы и в ночное время прорваться сквозь кольцо противника. Однако царь на такую вылазку не осмелился, хотя она могла стать спасением для его армии. Из котла, созданного таким образом у прута, выхода не было. Петровские солдаты были лишены провианта и воды, а конница – фуража. Царь не стал гадать, как будут развиваться события в дальнейшем, и в тот же день, 10 июля, склонился к капитуляции.